рассказал то, что многие помнят, но редко говорят вслух. Братский у нас Дагестан, братская Кабардино-Балкария, братская Карачаево-Черкесия, ингуши, они больше, чем братья. Это те люди, которые на нашей войне стояли раньше нас, погибали раньше нас. И в самые тяжелые времена для нашего народа достаточно было пересечь границы с Ингушетией, чтобы оказаться в безопасности. И как бы они не рисковали, они нас принимали, давали нам кровь, убежище. И в самые смутные времена мы находили там безопасность. Да хранит Всевышний наших братьев, Ингушей, Яхи, Палачи. Привет, друзья, с вами Одинокий Джейсон. Я зашел с козырей, решил вам сразу же в прямую речь молодого чеченца, который на днях взорвал социальные сети тем, что сказал как бы правильные слова, добавить, убавить нечего. Но если внимательно прислушиваться, если учесть, что у нас нездоровые отношения с этими ингушами, которые днем и ночью нас обливают грязью и стараются нас укороть в любом вот этом деле. И вот вдруг чеченец, молодой парень, на фоне грозненских высоток, парню 24 года, он не родился, когда шли эти чеченские войны. Он не мог знать, как это было, только по рассказам очевидцев, может быть, кто-то там, я не знаю, он даже, наверное, и не интересовался этим. Просто сидит в этих социальных сетях и восхищается этими ингушами. Братство, оно бывает разное. Даже два родные братья от одной матери, отца, они не всегда уживаются вместе, поэтому для них строят отдельные дома, забор. Между ними всегда бывает забор. И хорошо, что мы ингуши отдельно, мы чеченцы отдельно, у каждого свой дом, своя крыша над головой. И вот мы ничего не имеем против братства, понебратства. Знаете, она должна быть исходить от сердца искренне. И без фальши, без этих, вот этих, знаете, одолжений. И вот я уже знаток этих ингушей, даже ингуши, столько рекламы этим ингушам сделал, сколько их проблем я раскрыл. И я имею право вот, говорить, я буду говорить от себя. Я буду стараться не приукрашивать и даже без этих эмоциональных речей. Но что хочется сказать этому молодому человеку? Мы не против братства, мы не против дружеских отношений с соседями. Но вот когда ты делаешь это провокации, сидишь на фоне грозненских высоток и говоришь, что вот как ингуши, какие они нам братья, но знаете, далеко не надо идти. Я говорил, тебе 24 года, ты родился в конце 22-23 года, вот сколько тебе, 24 лет тебе. Типа бизнесмен, там продает, покупает вот это, крутится парень. И вот, чтобы немножко даже, может быть, чтобы бизнесом, чтобы понравиться, и ради пятиминутного хайпа человек решил затронуть очень такие больные темы. Мы, чеченцы, конечно, ничего не имеем против этих ингушей. Вот они очень много претензий к нам предъявляют. И вот когда это парень, он имеет полное право войти в эту социальную сеть, снять этот ролик. Но нужно говорить от себя, не от всего народа. Нужно говорить то, что ты знаешь, то, что ты видел, твои глаза видели. Не то, кто что-то хорошее ингуши тебе рассказали. Может, ты там дружишь, как я в свои детские годы в школе, у меня тоже был другой ингуш. Вот ты говоришь, весь этот ролик построен на этом двух чеченских войнах.
и ты не был свидетелем, ты не родился тогда, даже ты не проживал. Как ты можешь знать, кто умирали за чеченцев? Если просто послушать без всего вот этого, это нормально. Это много чеченцев, даже вот под этим постом, много чеченцев, ингуши понятно, они руки трут и радуются. Вот один бы ингуш вот так встал бы, и хотя бы не теперешний Чечня, хотя бы они 80 лет прожили в этом городе Грозном, там 20, 30, 40 тысяч человек. И вот хотя бы один ингуш, хотя бы один, вот добрым словом про чеченцев. Нет. Вот от чеченцев, вот этот, какая разница, вот такие люди, как этот, он все понимает, даже по его лицу видно, что он, знаете, такой человек высокомерный, какой-то, вот, нет это в глазах доброты, да, он сделал, конечно, чеченскую моду соблюдать, это бороду, похож на моего племянника в Грозном, но я надеюсь, что он не мой племянник, потому что я с этими, последний раз в 2019 году был, видел его, вот похож, конечно. И вот такие люди странные они. И вот зачем это провоцировать, зачем это говорить. Вот знаешь, под этим постом, это дагестанские паблики, сколько грязи на чеченцев. Что чеченцы похищали, мы их приняли, потом они вот это, похищали ингушских детей, вот ингуши пишут, это честное слово, похищали ингушских детей, парней, нападали на эти блокпосты, убивали ингушей мирных, вот пишут ингуши. Одни пишут так, другие пишут совсем, вот это если бы Кадыров не захватил бы наши земли, вот я мог бы его слова воспринять, но я не верю этим словам. Это вот так, знаешь, как бы ты ни старался, товарищ чеченец, ингушская невеста, улитка, ингуши тебя не приняли. Как они не приняли это Артем Плато? Да, в своих корысти они используют его, как потом выкинут как ненужную вещь. И если ты не был свидетелем этих событий, как могли 300 тысяч чеченцев умерли, и десятки тысяч чеченцев, от молодых парней, таких как ты, отдали свою жизнь за эту Чечню. Почему ингуши за нас умирали? Вот это я хотел. Какой они выгоду. Первый выстрел в Грозном, они все до единой ингуша покинули Чечен, город Грозный. Покинули, уехали все на Назрань. Один выстрел там был. Это все лагеря, которые ты сейчас описываешь, вот чеченцы приняли, это ингуши. Сперва они в 1992 году, когда осетино-ингушский конфликт, все почему-то оставили мирную Ингушетию, там не сажают, только на чеченских землях они все. Этот бывший Сидахский, Молгебекский район, Сунжинский район, вот и город Грозный у них был, вот так расселились только там. Ни в Назране, ни в Джерахе, нигде, вот только на чеченских землях. И вот хотели еще Асеньков, Северноводске, еще Ачхаймартан заселиться. Хорошо, что их там не позволили. Сказали, хорошо, если хотите с чеченцем жить, живите там в городе Грозном. И вот такая вот эта история. И вот этот, знаешь, хайповат. Потом многие ингушские паблики и дагестанские, почему-то им это все понравилось. И все это выклали, и потом, вот, конечно, это начал, вот это, а потом это же на весь Кавказ, и вот этот человек даже не в курсе, вот, услышал вот это, и знаете, как будто бы мы какие-то имеем претензии этим ингушам, как будто мы истязаем этих ингушей, как будто мы их ущемляем, как будто бы все проблемы от чеченцев, вот он решил вот так, знаете, чеченцы ни при чем, ингуши за нас умирали, ингуши нас приютили, ингуши нам пятки
зале, но он забыл, дорогой красавчик наш чеченец, ингушская невеста Улитка, добавить, что ингуши издевались над чеченцами. Ингуши не хотели, вот даже под этим роликом, сколько вот мы не хотели чеченцев, потому что вот это, то они сами пишут, они сами все это расписали. И типа в курятниках ингуши жили, за это платили ингуши. У нас, когда у них в 92 году конфликт в Северной Осетии, вот в Грозненске все гостиницы, все общежития, все вот, знаете, у нас в Грозном очень много общежитий, университетов, институтов, техникумов, ПТУ. Вот даже я учился в 13-м СПТУ, 13, значит, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, в 13-м СПТУ я в Грозном учился. Там это учебных заведений сотни было. И вот все эти вот нормально, никто ничего не спрашивал. Вот их поселили, гуманитарную помощь оказали им даже. Это даже одного города Шали, 5 КАМАЗов люди собрали, город Шали это очень большое место, собрали, только жители города Шали собрали для них 5 КАМАЗов продовольствий. Говорит, что чеченцы неблагодарные люди, это ингуши так говорят, и вот интересно. Потом этот чеченский историк Башлам Чимаев тоже это показал, сказал, что это такое, ты выступай от себя, говори от себя, почему ты все это распространяешь на весь народ. Это, да, ингуши, мы не говорим, что все ингуши плохие, есть хорошие, есть плохие, как в каждом народе, но не нужно все это, все это благодарность на всех ингушей распространять. Они очень разные, они очень, вот они всегда нас эти люди говорят, что вы очень собрали со всех народов, вот они такие, непонятно кто, или грузины, осетины, непонятно они кто такие. Есть какая-то часть от чеченцев тоже, вот весь микс у них, вот весь такой кавказский микс, и непонятно от кого. И вот мы такие, мы сякие, вот все вот, в сторону нас, чеченцы, показывают эти пальцы, и веером эти пальцы, и говорят, вот это вы никто, вы ничтожество, вы не законорожденные, мы это мы. И интересно, сколько видео ты, наверное, видел, это интернет, это в социальных сетях против чеченцев. И я знаю вас, таких чеченцев, как ты. И вот вы непорядочные, знаете, вы чеченофобы. Сам бывает чеченцы, вот не любят чеченцев, потому что им кажется, что что-то, потому что какой-то ингуш сказал, что Кадыров нехороший, там притесняет вот это. И вот, да, мы хотим пользоваться благами цивилизации. На фоне грозненских небоскребов мы будем толкать красивые речи. Ты что для этого сделал? Ты ни один дом не построил, ты ни один камень на дорогу не поставил, ты не участвовал в этих боевых действиях, ты не был беженцем этой Ингушетии. И не нужно говорить за всех чеченцев. Вот мы знаем, вот я парень молодой, такой же, как ты, моложе тебя, я в Грозном, с Грозном поехал на Зрань, я оказался на улице, мимо проходили эти ингуши, я просто некуда идти, я и гостиниц тогда не был, автобусная остановка, которая стеклянная, вот там я укрылся, видно, что человек сумка, что откуда он приехал, куда-то едет, и видно, вот нас двое парней чеченцев молодых, и они, эти ингуши, вот твои братья, делали вид, что ничего, что нас не замечали. Мимо проходили эти бесконечные машины, проходили эти женщины в платках, сумках, проходили эти мужики почтенные, проходили эти парни, девушки, дети, но никто не поинтересовался, ребят, может, вам что-то случилось. Может, видно, чеченцы, от ингушей, вот точно такой же будет ингуш. Очень видно, что чеченцы, молодые парни.
И делали вид, что нас не существует. Пока один, это мой, 11 часов ночи мы потерялись в этом Назране, потом пошли искать какое-то укромное место. Там же мы в центре находились, они все на нас глазели, как на зверинец, и мы ушли. И потом потерялись в этом колхозе Назране. И вот это какой-то ночь, 11 часов, уже 12 часов ночи, я этому своему напарнику сказал, лучше бы мне это, пусть они смотрели бы, и позор им, знаете, позор им. Позор, молодому парню сказать, двух парней привезти домой. Это кавказское гостеприимство, не ингушское, это кавказское даже гостеприимство, стакан чая предложить. Даже стакан чая вынести двум парням, это в голову никому не пришло. Рядом частные дома, эти квартиры. Вот такие вы. Вот эти ингуши, ты не говори за всех нас, чеченцев, ты говори за себя. Если ты, я не знаю, да, это у них пропаганда хорошо работает, и вот таких, как вы, несмышленыши, они как бы наматывают на ус, и потом вы признаете. Мне тоже много чеченцев пишут грязные слова, защищая этих ингушей. Какие они твари, какие они безродные. Вот этот человек, я так и сказал в предыдущем ролике, если он был бы мой сын, я бы, морду я не стал давать бы. Но, чтобы он понял, 24 часа собери свой чемодан, вокзал, Назрань, на последний автобус, и давай езжай в Назрань. Ночью меня не провел бы он, честно, мой сын, если он был бы. Ночью меня он не провел бы, чтобы он понял, вот, езжай туда, посмотрим, какие твои гостеприимные ингуши, твои братья, как с тобой поступят. Я бы его выгнал бы из дома, с этой же минуты, как я узнал. Дал бы 24 часа. И езжай туда, вот там твое место. И потом, знаете, это в Чечне тоже многие возмутились. Вот даже под этим комментарием много чеченцев пишут, чеченцам среди русских было намного удобнее жить, чем вот этим в кавычках братья. И вот это семья испугалась, это резонанс. Я так и сказал в правоохранительным органам, вот, вышлите этого человека из Чечни, пусть он живет в этом Назране, колхозе, и пусть он наслаждается этой жизнью. Не на фоне грозненских вышек он там, небоскреба будет выступать, а пусть там, в этом любимом Назране. И что вы думаете, это Башлам Чимаев тоже выступил, тоже возмутился, это их семью испугало, родственников испугало, а сам этот гаденыш ни словом, ни опровергнул. Он просто сказал, это я просто так сказал, вы что, вы подхватили, зачем вы это сделали? Это семья его обратился к этому чеченскому историку, он говорит, ты же не историк, почему ты не говори за историю, не говори за себя, говори и за свою семью говори. И вот этот, начали, брат старший позвонил, отец вот это, и начал оправдывать вот этого человека. Представляете, как мы, чеченцы, открыты душой. Потом это Башлам Чимаев, с ним поговорили, эти его родственники, двоюродный брат, там все. И вот он говорит, мне не надо говорить про этого парня, больше не говорите, тема закрыта. Тема товарища Башлам не закрыта. Этот человек, он не поменял свое мнение. Он поэтому и не стал с тобой связаться, он бы мог спокойно прийти на твой стрим и с тобой поговорить, как это, что вот, да, это, мы никто не против ингушей, но мы против вот этих манипуляций. И вот этот гаденыш не соизволил сам этот свой рот открыть потом, как он открыл, так и он должен закрыть. А вот его, как будто бы он 15-летний подросток, его папа, мама и братья, двоюродные братья бегают, за него заступают. А этот человек не поменялся. Он как поклонник ингушей, так он и остался. И вот как это прекрасно. Вот человек откроется, потом еще другой чеченец какой-нибудь тварь откроет вот на фоне грозненских
небоскреба откроет свой рот, а потом семья скажет, нет, он ни при чем, он не историк, он только бизнесом занимается, он вот это. А при чем бизнес, при чем история? Мы же по факту, вот он с провокацией сделал, возбудил всех ингушей, возбудил всех дагестанцев и им сочувствующих. Мы чеченцы плохие, все остальные хорошие. Почему ты не снял ни одного ролика про чеченцев, что вот как и нам было плохо, как мы переживали, знаете, беженцам быть не дай бог. Вот в Чечне не было, они ингуши, они же врут, они же это все придумывают. Ингуш умер на чеченской войне, вот у них есть вот это, вот эти ихние, вот это нарративов. Ты наслушался и вдруг решил медвежьи услуги им оказать. Это же ты знаешь, что это на весь Кавказ пойдет, и получится, что чеченцы не умирали. Вот это мы тоже, я смотрел, позавчерашний стрим, вот это Башлан Чима, какой-то дагестанец пришел, он же эти вот это, и говорит, а что, только в Чечне герои рождались? Да, в Чечне только ваш имам Шамил стал имамом Чечни, не Дагестана Чечни, а Чечни и Дагестана он стал. Ваши забыли, он пришлось с 3 вот этими своими подвижниками прийти в Чечню, и вот он стал этим имамом, благодаря нашим чеченцам. Мы 20 лет умирали, не дагестанцы, не аварцы, не лезгины, не ингуши. Мы чеченцы умерли, нас уничтожали. И благодаря вот этой Кавказской войне, из-за этого имама Шамиля, вот ингуши, вот выгодополучатели. Вот после этой войны создали только Ингушский округ. До этого ингушей природы не существовало. Их отдельно чеченский 10-й тукум, и природы их не существовало. Вот после этой войны кровопролитной, когда уничтожили всех чеченцев, и вот тогда остальных депортировали Османской империи, вот тогда вылупился ингушские птенчики имперской России. Вот так вы. И вот это, с той стороны, с этой стороны. Братья бывают разные. Поэтому, знаете, нам не нужно заливать сладкие песни. Вот расскажи про свой народ, расскажи про это. И вот этот, он не поменял свое мнение, он даже отказал, скорее всего, отцу, брату отказал, что он отказал специально, он такой мразь. И отказал, скорее всего, брату, отцу сказать, что я не буду, если хотите, говорите вы с ним. Вот такой высокомерный чеченец. Любит всех, кроме чеченцев. Товарищи правоохранительные органы, пожалуйста, расследуйте вот этого пассажира и готовьте ему чемодан, чтобы он назрание бизнес. Там тоже есть люди, его ингуши, братья, больше, чем братья. Это как это понять? Вот пусть сопроводить этого пассажира он не открыл, пока вот он, за него их родственники, он не открыл пока свой рот, не извинился и не опровергнул, и ничего с него не будет. Вот это безнаказанно. Вот что он может хотеть говорить, а потом родственники извинятся или поговорят, все, тема закрыта. Тема не закрыта. Вот и таких чеченцев немало. Вот это в Европе, в Чечне и в России, которые любители этих ингушей. Почему-то я не видел любителей чеченцев среди ингушей. Их нет, они не существуют. Ни один ингуш ущерб себя, ущерб своей ингушетии, ущерб своего зрания, Магаз это не счет, это даже не город, он искусственно созданный. И он еще никогда из Назрани никто не вел этот репортаж о защите чеченцев, защиту братства. Вот это интересно, Очень интересная история.
Вот такие, знаете, такие неучи, такие безмозглые люди, которые на крови чеченцев. Вот что и этот молодой человек, что эти ингуши. А мне тоже хейтеры, много чеченцев. На чеченском, если они писали на русском, я понял бы, что это ингуши. Но они на чистом чеченском языке пишут мне такое. Сотни мне комментариев. Один парень написал сотни комментариев. На чеченском, только на чеченском языке. Вот что он только мне не пишет. Грязные слова, все вот это. Потому что ему не нравится, что я раскрываю эти ложи, этих ингушей. Ему не нравится, что я не подлизываюсь эти ингуши. Подлизов хватает. Тут в Европе все ичкеринцы, любители этих ингушей. Вот хотят и вот, любители. Мы в Чечне, Ингушетии знаем цену этой дружбы. Знаем. Я не видел, чтобы компашки ингушей, чеченцев, вот почему-то сейчас, вот в Европе ни одного чеченца вы не хотите оставить в покое, как вы вот прилипаете, как и липучки к чеченцам, и дышать, воздуха нет, кроме вас. Вот все ваши истории, все ваши, какая-то тонкая, изощренная ложь, лицемерие. Лицемерие. Да, ингуши больше, чем братья для чеченцев. Хорошо, поверю вам на слово. Я тоже, я извиняюсь, может, есть среди вас приличные ингуши, но я не видел, чтобы даже под моим постом хотя бы один заступился за меня, сказал, знаете, он немножко эмоциональный, но вот он же говорит это правильные вещи. Это нельзя вот так, знаете, аплодировать подонкам. Если ты аплодируешь им, ты участвуешь в этом подлости. Нельзя ложь, когда ты понимаешь, что это неправильно, что это некрасиво, что это ложь, это фейк. Вот это распространять. Этим удобряя потом это комментарии сотнями вот вас. Я заметил, многие ингуши, молодые, вот такие, как вот эти любители ингушей, и вот сотнями посты вот участвуют в этой подлости, и старик, и историк, и доктор наук, неважно, вот как будто бы с цепи все сорвались, и идет какую-то бездну, какую-то пропасть. И как с вами общаться? Я тоже хочу, чтобы у меня были друзья ингуши. Искренне, не эти фальшивые, а искренние люди. Я ни одному ингушу не поверю, ни одному. Честное слово, не поверю в свою жизнь. Я всю свою жизнь с ними прожил, но я не поверю ни одному ингушу их сказочки. Вот про это Осетию, про этот Владикавказ. Точно так же, как они сейчас придумывают, что это все вот, Ачхамартан, этот мы ингушская равнина где-то. Ну, пусть это не значит, что это ваш. Это вас ингуши 1862 года. Вот даже Грозный раньше построен. Вы вот так. И на вашем этом 2012 году, на вашем этом ингушском сет, как это называется, не сет, симпозиум, ингушском симпозиуме, вы не по картам, не по оригиналу, не по историям историков, вот вы сами ингуши решили, что ваш город Назрань, село, которое до сих пор, и он с 1700 какого-то года. Вот вы на симпозиуме ингуши решили, что он такой, это Кадзоев ваш историк, Нурдин Кадзоев и вот этот Ибрагим Дальхигов, два этот человека решили, что Назрань вот оттуда. Вот это вот так у вас, вот вы решаете, вот какой-то ингуш-провокатор вот придумает ложь, и все, вот по этой ложи, по этой идете. Поэтому я на вас не имею никаких надежд. Мы знаем, что подлость, в одном-то вы сделали подлость, вы сделаете подлость и в другом. Не бывает кристально чистых людей, не бывает идеальных людей, мы это знаем. Я тоже, скорее всего, они идеальны, потому что вы все, вот, читая ваши вот эти
Я тысячи ваших гневных комментариев насчет меня, что у меня дикции отсутствует, что я не могу говорить. Но знаете, я пишу человек, мне не стыдно. Вы знаете, что вы хотите, то пишите свободу. Мы свобода. И то, что я хочу, я выскажусь. Это даже не блог, это просто общение такое. У меня нету друзей, как у вас, десятки, сотни. Я не общаюсь с своими родственниками, братьями, друзьями. У меня никого нет. Вот только один сейчас ингуш, и то его не было в моей жизни. 7-8 месяцев я отдыхал. И вот он постоянно вот это. И то я приедет обратно, я скажу, знаете, я не хочу больше. Я одинокий жизнь, потому что я одинокий. Я сам решил, что я не хочу вот в этом грязном, фальшивом мире. Вот я уйду из себя. Пусть я буду одиноким, но, знаете, я буду счастливым человеком. Даже вот это я знал, что существует такая проблема между чеченцами и ингушами. Но вот и там существует пропасть какой-то. Вот даже в советском, моя бабушка, депутат в Верховном Совете Чечен-Ингушской ССР, вот она даже как-то, я не знаю, как-то с этим ингушам, 73-й год, когда они провокации делают, она постоянно говорит, это она сидела в президиуме Верховного Совета Чечен-Ингушской ССР, там член постоянной комиссии сельского хозяйства, вот так. Вот она тоже настороженно относилась к этим ингушам. Хотя я первую книжку про из 7 веков, вот это Идриса, провокатора, этого русского, сильно русского генерала, вот этот Базоркин, Идриса Базоркин, я прочел. И вот какой-то вот, я даже не понял, что это он пишет про ингушей. Я тогда подумал, что это пишет у нас про чеченцев и про ингушей. Хотя здесь проходили в Жирафских горах, но там очень, почти наши обычаи, наши традиции были. Я теперь понимаю, потом он написал историческую тоже, написал, хотя он писатель, но он написал почему-то историческую тоже книжку. И вот это, все наше чеченское вы крадете, себе присваиваете, вы великий народ. Вот даже этот чеченец решил обозначить вас. Сотни тысяч чеченцев, которые умерли на этих войнах, это ничего. Вот один ингуш, который против вот этот, от остановки сердца умер там, не в бою, а просто мирный протест умер. Вот это подвиг. Подвиг других молодых, вот и на нашей улице, сколько их умерло. Я молодым парнем, сколько вот, у меня были знакомые, очень много, даже наши одноклассники, 2 брата умерли. Короче, очень много. Сейчас теперешняя молодежь, конечно, этого не знает, не знает этих ужасов войны. Вот им, конечно, легко, папа, мама все делает. Вот даже мужика, знаете, не мужской поступок, сам хотя бы сказать. Даже не надо, просто позвонить этому, чем брат твой позвонит, ты не мужчина. Мог бы этому Башламу Чамаему сказать, чтобы он распространил среди чеченцев твое мнение. Сам позвонить, и даже это мужество у тебя нет. У тебя есть мужество на фоне грозненских высоток, на фоне мирной красивой жизни, признаваться любимым этим мужчинам. Вот это мужество ты имел. Ты знал, что ты делаешь. А вот мужества признать свои ошибки нет. Ведь ты, скорее всего, я так думаю, ты отказался. Твой отец, наверное, твой старший брат, твой двоюродный брат сказал тебе, позвони, ты отказался наотрез звонить, потому что это ты считаешь это правильно. И вот такая история. И твои родственники, твои задницы сейчас прикрывают вот это интересно. Чемодан, вокзал, Назрань, еще не поздно, дорогой мой. Вот там хорошие, эти ингуши, которые ты ищешь, ищи там их. Если ты найдешь, я тебе Нобелевскую премию мира дам, честное слово. То, что ты сейчас рассказал, вот если они существуют там, я Нобелевскую премию тебе, Чеченскую премию мира дам тебе. Мы не говорим, как вы, когда в самое трудное Ингушетии было время, да, это было
можно признать, что они ушли от нас, нас предали, и из Чечен-Ингушетии ушли. И вот они, осветили ингушский конфликт, и там мне эти ингуши рассказали, какие они ужасы там, этих детей убивали. Вот что там только не писал про этих осетин, и мне что-то не только они говорили. И вот когда я начал изучать вас, товарищи ингушей, я изучал очень подробно, очень конкретно. И неприятные вот мне открылись вот вещи. Многие чеченцы думают, что Джохар Дудай вам отдал эти 2-3 района. Нет, это вы сами захватили. Вот у вас, вы устроили провокации в Владикавказе, а потом это в пригородном районе. И с этими войсками русскими 10 ноября 1992 года уже пришли в Чечню захватывать чеченские земли. Вы уже там войсками русскими. Сзади вы спереди, а сзади эти русские войска. И вот хотели эту войну нам привести уже в 1992 году. В 1992 году. Вы представляете, что было бы? Мы еще только 1 год, мы еще не окрепли. И сколько жертв было бы среди нас, среди мирного населения. Потому что за 4 года мы хотя бы научились в руках держать оружие, сопротивление, вот что-то. А вы хотели сразу же, вам это русские обещали вот эти все районы, вы решили с ними прийти к нам. Это не факт, это зафиксированный факт. Это расскажут вам жители Серноводска и жители Асиновки. Вот они расскажут вам, как это было. Как вы пришли даже туда, русские войска зашли в Серноводск, Асинку, когда наши вышли и сказали, почему вы на чеченской территории, это не ингушская территория. Они указывают пальцем на ингушей и говорят, что это они сказали, что это их территория. Хорошо, что кровь не пролилась, что Перечеченская война не началась в 1992 году, когда вы, лицемерные ингуши, плакались, и ваши трупы еще лежали неопознанные на площади Азрани, и вы приступили через эти трупы, с этими русскими, которые вас убивают, вы также говорите, пришли к нам в Чечню с войной. С одной стороны, кажется, правильно Джохар Дудай поступил, что не стал с вами конфликт. Потом, с другой стороны, кажется, не нужно было эту проблему оставлять на поколение. Нужно было сразу же, у нас были войска, прийти обратно их, русских, вытеснить оттуда. Ингушей, всех ингушей, на Назрань с чемоданами, и все, этих провокаторов. И сейчас это не было бы. И вы не посмели бы открыть рот. Вы не посмели бы нас вот так унижать среди других народов. Вы не смели бы придумать эти сказочки, воровать все наше. Вы в 1994 году до последнего дня находились в этом Грозном, и когда начался конфликт, вы с Грозненских музеев смели все, что чеченское, и при себе увезли Азрань. Конечно, у чеченцев были другие проблемы. И война, где там спрятаться, где там вот выжить. И вот всегда пользуйтесь вот, в любом вот этом. Первокавказская война имам Шамиля закончилась, вы прибежали эти русским, и вот вы захватили тогда. И вот не верю я, что беженцы 250, и ваш сам Зязиков, ваш президент, сказал, что у вас нет только беженцев. Все это грозненские ингуши, которые почти под 100 тысяч там было. И вы говорите, 250 тысяч чеченских беженцев мы приняли. Знаете, что такое 250 тысяч? Это население сейчас города Грозного почти 400 тысяч населения. Он расположен на 360 квадратных километров. Представляете, это там 10-этажные, 19-этажные, 40-этажные здания, 30-этажные здания. А представьте себе одноэтажное здание, 250 тысяч человек. Это сколько? Нужно, вот видите, сзади этого парня 9-этажный дом. Сколько там людей находится, сколько семей там живут. И вот вы представьте, что такое 250 тысяч человек в палатках. Где вы в это? Все Ингушетии бы заняли бы это палатки. Вы видели это? Я не видел. Ни по репортажам, ни по вот это. Это же
ложь, да, там 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч чеченцев. И остальные 100 тысяч эти ингуши, которые жители Грозного и других населенных пунктов, да, это может быть. И вот вы на всем, вот этот перекров прилилась ингушетия. Какая перекров у вас? Уже в октябре месяце у нас в Грозном шли боевые действия. А вы декабрь вот этого, как вы сопротивлялись? Это не вы, ингуши, которые сейчас это лицемерие, провокаторы. Это те жители Чечни, ингуши, это которые с нами жили. С нами, вот это они, жители Чечни, ингуши. Не жители, сейчас вы почему-то это спровоцируете на себя, на современных ингушей, республики Ингушетия. Вы ни при чем. Вы, они все из Грозного, и чеченцы, знаете, 20% вашего населения чеченцы. Вот они тоже там протестовали. Почему только ингуши? Ой, если чеченцы, вот это, вот странно у вас все. Поэтому вот вас он слушает, внимательно слушает, не слушает наших чеченцев, а слушает ваших ингушей. Поэтому вот такой вот он сделал провокацию. История не закончилась. Вот этот Башлам Чечимая попросил всех больше о нем не говорить. Он даже не назвал имя этого подонка, не назвал фамилию. И вот как это удобно, как подросток. Вот сказать, подхалимствовать, подстелиться под ингушей, он имел мужество. Он не имеет мужества потом сказать, рассказать или извиниться, или попросить прощения других, которые он же делал провокации. Вот такая. Как вам нравится? Мне не так нравится эта история. Вот таких людей я знаю. Поэтому они с нами общаются. Вот я 6 лет как в тумане я находился, потому что я был под влиянием этих ингушей, моих местных. И я не думал вот такое. А сейчас, когда я от них избавился, и я вот начал понимать, как они умеют. Вот сюда все приехать за счет чеченцев, они все беженцами стали, мы чеченцы сдались везде тут по Европе. Потом книжки переводят, книжечки, пишут эти статьи в газету. Что они только не делают. Античеченское занимаются. Многие французы, англичане, немцы, испанцы вот, думают что-то про чеченцев, там башня, вот это смотрят, это ингушское. Вот они вот такие. Они, во-первых, продажные, и царю продавался, и советской власти. Я не говорю о всех, я говорю о конкретных людях, которые ничтожные, мелочные и коварные. Вы что хотите, пишите про меня. Вы не унизите мое достоинство. Хоть чеченцы, хоть ингуши, которые... Чеченцы, имеется в виду чеченцы, какая разница, продавшиеся. Они против чеченцев, люди это грязь, сами чеченцы. Конечно, ингушам подмога, и ты тоже, как бы тебя ни звали, твоя история еще не закончилась. Пока-пока, с вами был Одинокий Джейсон. Я постарался, конечно, в своей манере. Я всегда обещаю, что я буду спокойней. Но вот по ходу дела, по ходу пьесы получается, что эмоции возобладают. И вот это, я очень много даже вот сейчас не хочу 1,5 часа снять этот ролик. И я бы много вам объяснил. Вот не нужно объяснять ничего, потому что мы знаем, что проблема не в чеченцах, проблема в этих ингушах, которые вдруг возомнили себя, не зная Господом Бога, и варятся этой каши и стараются нас по поводу и без повода постоянно тыкать нам пальцами. И нас, вот знаете, нам не хватало вот эту всю свою жизнь, вот я не знаю. И вот сейчас хотя бы дайте вздохнуть нам. Вот мы сколько проблем, сколько всего. Это руины этого города разобрали. Они говорили, 10 лет вы не сможете все это
убрать. Мы убрали, видите, сзади этого парня дома, это новые дома все. Все мы это сделали. Мы просто еще дайте нам глотнуть, вот, оставьте нас в покое. Вот это сейчас, это русские отстали от нас, это ингуши, и дагестанцы, вот эти, которые решили на чеченцах хайповать, на чеченской истории, на их героизм, на их горе наживаться. Вот это странно. Мы не преследуем никаких целей, не собираемся кого-то оскорблять, унижать. Это просто есть вещи, которые они есть, они присутствуют. И делать вид, что их не существует, делать вид, что все хорошо, окей, так нет, окей. Вы, товарищи мужчины, очень разборчивы в связях. Вот вам, братья, все, кроме чеченцев и кроме осетин. Раньше они осетины, ваши братья были, но они правильно сделали. Ни одного ингуша там не оставили, выкинули. Знаете, вот собака укусит палец, потом укусит руку. Вот зная ваш менталитет, вот goodbye. Очистили себя от вас, от ваших проблем. Мы, чеченцы, сделали глупость, наоборот, вас пожалели и селяли свои дома, свои земли. И вот результат, хорошо вы это все получили. Хорошо в 2018 году Кадыров с вашим Евкуром, хотя это нам, чеченцы, не было выгодно, все вам оставили. И то вы не можете успокоиться, и вот это вам без единого выстрела, без страданий, без мучений, без смертей вы получили, все на готово. Просто сказали, это наше, и провокацию устроили, воспользуйтесь моментом, когда все Чечне, вот, трудную минуту чеченца, вы все это сделали. И до сих пор, вот так, все ваши истории, вот когда Вторая чеченская война русская, и чеченцы умирали, вы сидели там, строчили эти свои опусы, эти свои повести, эти свои сказки про великих ингушей, про вот это. Сколько вы гадости нам написали, сколько вы ложи на нас накинули, грязи. Я никогда не поверю, никогда вашей искренности. Она не была никогда, вот по ходу истории, по всему, никогда была. Вот вы хорошие, все осетины плохие, чеченцы. Сейчас про осетины вы замолкли, потому что там Танзила Чебиев, пара осетинских ингушей не позволяет вам открывать рот насчет них. Вот это Исаак Кадзоевый, клан Кадзоевых, клан вот этих Чабиевых. И вот эти грозненские ингуши, которые оттуда, корни, они имеют Осетии, не позволяет вам это говорить. И вот да, чеченцам можно, конечно. Вот такие простушки, такие наивные люди, и вот можно пользоваться. Вы почему не воспользовались, как всегда? Воспользовались. Я тоже, хотя и стал экспертом по ингушам, но я свою жизнь тоже не посвящу вам. Вы не нуждаетесь в рекламе, вы уже себя показали. Так что Артем Платов, сейчас вот этот парень тоже новый блогер, вот к вам подмогу стелиться будет. От вас понятно, Артем, хоть какие-то баллы, хоть какие-то получал в виде удовольствия, я не знаю, что там, в виде денежных потоков. Вот какую преследует вот эту выгоду, вот этот чеченец, вот, я не понял. Пока-пока, с вами был Одинокий Джейсон. Мира и добра всем.